Всероссийский фестиваль бейсджамперов, посвященный памяти Глеба Воеводина, завершился успешно. Экстремалы из различных регионов России приехали в горную Ингушетию за адреналином и побороться за первое место. Показательные прыжки, в том числе и групповые, прошли с горы Цейлуам и Миатлуам, а в завершении соревнований спортсмены решили покорить для себя новый объект – башню Согласия. Слово Зелимхану Калоеву. Легенды гор за несколько дней фестиваля успели покорить Цейлуам и Столовую гору, но в завершении бейсджамперы не могли уехать, не завершив прыжок с главной достопримечательности Ингушетии – башни Согласия. Это первое по праву историческое событие в регионе. Увидеть экстремальные прыжки собрались и горожане. Никому не верится, что прыжок с такой высоты возможен. И потому, затаив дыхание, ожидают шоу. Но для бейсджамперов нет ничего невозможного. Главное, чтобы все прошло без эксцессов. К своему очередному воздушному путешествию они готовятся основательно. Эта высота, да, действительно позволяет раскрыть парашют и достаточно комфортно приземлиться. Поэтому я думаю, что даже меньшая высота позволит бейсджамперам совершить прыжок. Это прыжки в городе подразумевают приземление на очень ограниченной площадке. Здесь достаточно широкая, комфортная площадка, и я думаю, что бетон не помешает. Этот вид спорта не просто так называют экстремальным, он ошибок не прощает. Эти прыжки своего рода подарок в завершении фестиваля. У всех бейсджамперов есть свои традиции – покорить какой-либо объект или местность первым. Один из таких счастливчиков сегодня – Павел Авилов. Ну, страшновато, конечно. Страшно было, когда вообще вылез туда, в стеклянный пол, но он такие ощущения создает. Ну да, и были такие. Ну да, мы прыгали в горах, там 2000 метров. Но с такой высоты страшнее прыгать, потому что вот земля, она вот прямо здесь, люди прямо под ногами. Ну, такие ощущения бодрые. Старт дан. За одним спортсменом с небольшим интервалом стартует и два других. Это семейная пара Элина и Николай Воропаевы, которых связало одно любимое дело – Новая Зеландия, Китай, Альпы. В общем, где только не прыгали эти ребята. Но от Ингушетии особые впечатления. В Ингушетию ездим уже 3-й или 4-й раз, вот с 14-го года, 15-го. Будем еще приезжать, потому что потрясающие горы, потрясающие люди. Такое невероятное кавказское настоящее гостеприимство, вкусная еда, красивая природа. Раньше ездили в основном прыгать в Европу, в Альпы. Как вот открыли Ингушетию, будем ездить в основном сюда, потому что город, они еще и лучше, и наши, и не хуже точно, а так и получше, если поинтереснее. Вот. И потрясающие люди, и так приятно у себя на родине открыть вот такое место для прыжков. Просто влюбились в вашу страну. Республику, да, господи, республику, конечно. Следующего бейсджампера можно назвать самым рисковым. Он, в отличие от других участников, прыгает без ассистента, который до прыжка помогает бейсджамперам раскрывать парашют, что очень важно при предельно малой высоте. Но и тут экстремал справился с прыжком успешно. Около 5 метров была задержка. Этот редкий вид спорта в Ингушетии имеет большие перспективы. Главное – взять нужный курс развития, что, впрочем, уже сделано. Фестиваль у нас проходит 3-й год. В 2013 году к нам приезжал всероссийский известный трехкратный чемпион России по парашютному спорту Глеб Воеводин. Он трагически погиб. И с тех пор в память него, в честь него мы проводим фестиваль. Уже 3-й год мы проводим. Чтобы популяризировать этот вид спорта, пока у нас своих нет, таких экстремалов, но я надеюсь, что в дальнейшем может и появится кто-нибудь. Фестиваль бейсджамперов завершился на такой позитивной ноте. И если в этом году фестиваль носит всероссийский характер, то в дальнейшем он приобретет статус международного. Зелимхан Калоев, Гапур Чех, Киев, Новости 24.